На карте Мирного появился новый адрес – улица Тихонова, 1/1. Здесь в конце прошлой недели торжественно сдан новый жилой дом. Возведенный за 8 месяцев, совсем скоро он распахнет двери для жильцов, а станут ими медицинские работники, рассказывает Руслан Фаткулин. Идея построить дом для медицинских работников возникла 2 года назад. Тогда экс-президент Алроса Федор Андреев предложил республиканским властям построить дом для врачей и решить таким образом для них проблему нехватки жилья. В 2014 году было принято такое совместное решение с компанией «Алроса», с администрацией города Мирного и правительства Республики Саха-Якутия о том, что мы совместными усилиями построим дом для медицинских работников. Финансирование строительства разделили между собой Алроса и Республика. Районные власти нашли подходящий участок для застройки. Через год здание было готово. Говорилось много о том, какую роль играет компания, насколько она социально ответственна, насколько она заботится о сотрудниках. Я считаю, что дом, который мы сегодня открываем, является еще одним свидетельством как раз того, что компания действительно планомерно проводит социальную политику. После поздравлений представители всех сторон, принимавших участие в реализации этого проекта, разрезали символическую красную ленту. 9 этажей, 71 квартира. И главная отличительная особенность этого дома в том, что здесь нет ни 2, ни 3 комнатных. Все помещения здесь выполнены в модном нынче стиле «Квартира-студия». Сегодня штат медперсонала Мирнинской центральной больницы укомплектован не полностью. Выпускники медвузов и врачи с опытом в Якутию едут неохотно. Одна из причин – жилищный вопрос. В правительстве надеются, новые квартиры станут хорошим стимулом для иногородних медиков. Благодаря возможности получить служебное жилье, на работу в Мирный приехал врач-уролог. Решается вопрос о приглашении эндокринолога, лора и хирургов. Первый этаж у нас будет общежитие для среднего медицинского персонала. Там будут койко-места, потому что всем квартиры выделить невозможно. Значит, и 8-9 этаж, 16 квартир мы оставили в резерв для приглашаемых специалистов, потому что нам надо укомплектовать штаты. Предоставление жилья – это весомая мера поддержки работника. И возникает вопрос, а повлияет ли это на качество предоставляемых медицинских услуг? Ведь именно этого от врачей ждет каждый житель Мирнинского района.